6 библиотек для обеспечения логинга. Ну, логин писали C++ с 6 разными библиотеками. При том, что я знаю десяток сторонних реализаций, которые не хуже. Но просто причина действительно в том, что зачастую проще и быстрее написать свое, чем возиться с чужой. Конечно, правильнее было бы воспользоваться чужой. Но зачастую проще не разбираться, а просто по-быстрому реализовать, да. Вы можете назвать систему, которую вы предложили использовать в данном конкретном случае? Нет, это правда. Скорее всего, действительно что-то существует, что-то можно было адаптировать существующее. Ну, что-то да, но немножко ничего, что можно было бы взять из тест, но если это вместе разработка... Ну, на самом деле, вот смотрите, скажем так, в поиске постоянно приходится писать огромное количество велосипедов вроде того, что уже переписано. Просто когда, если мы берем систему, там, стандартную систему там, запускания юнит-тестов или стандартную систему сборки или что-то еще, выясняется, что, ну, там, не знаю, типичные проблемы будут с тем, что, в принципе, система работает, то есть, запихнуть в нее там 50 гигабайт тестовых данных, она сломается. Или там, вот, в принципе, система сборки кода там как-то работает, но если там сделать типа 200 метров исходника, то тоже все быстро выглядит и получается странно. Поэтому очень часто, просто у нас правда бывают такие нагрузки, которые как бы, любой нормальный человек, там, им сложно их положить, логически не оптимизируется. Поэтому мы имеем свою систему человека, который как бы гарантированно делает так, что она работает, и, соответственно, нашим целям это, как правило, не так уж и дорого. Все равно готовую систему тоже что-то придется допиливать. Мы все равно либо допиливаем, либо пишем свои, это очень по времени принять надо. У нас, по счастью, не дошло до своей операционной системы. Но при этом, да. Кстати, чуть было не дошло, да, потому что... Так, на всякий случай, то ли просто пытается рассказать, у нас там в базе поиска во многом используется FreeBSD, и там очень долго был свой task scheduler, свой memory allocator, ну, большая часть операционной системы была переписана. Ну, там идея была смешная, там просто поиск изначально работал на FreeBSD, потому что один из разработчиков ядра FreeBSD, собственно, являлся совместителем разработчика поиска. Значит, и когда я стали пить первые машины, а FreeBSD их не поддерживал, мы просто все написали. Вот. Да, и драйвера для многих, для двух сетевых карт до сих пор на FreeBSD поддерживаешь DNS. Ну, да, вот для Windows карточек нет, для Windows карточек. Драйвера сейчас начинается с BD7, это вообще ядра, которые написаны на клиентах, потому что каждый раз. Чтобы каждый раз не тащить руками. Давайте еще вопрос. Есть? О, ура!